военных конфликтов, известных деятелей в области науки, культуры и политики. И я передаю слово председателю нашей ассоциации Галине Николаевне Кравченко. Уважаемые друзья, я думаю, что подошли сейчас к нам руководители образовательных организаций или их заместители, имена которым присвоены. И поэтому сегодня наше по организационной форме, вот наше с вами заседание, оно немножко отличается от предыдущих. Мы, по сути дела, проводим заседание Ассоциации именованных школ. Так я сокращенно буду говорить для простоты. Значит, мы знаем, что больше 40 человек нам подключились из муниципальных образовательных организаций. И я предлагаю нам динамичнее начать работать, ускориться, до 17 часов нашу работу завершить. Значит, поскольку это у нас заседание, у нас планируется 5 выступающих, и одно из выступлений из нашей братской Белоруссии. Перед нами выступит Эйсман Лариса Владимировна, руководитель музея Лунинская средняя школа имени Героя Советского Союза Ивана Шеремета. Значит, здесь запланировано и мое выступление об особенностях воспитательной работы в именованных школах. Но я предлагаю все-таки сначала послушать непосредственно практиков и начать с выступления Ларисы Владимировны, а мое выступление поставить на завершение. Я уже тогда перед вами выступлю с учетом той информации, которую мы прослушаем от ваших непосредственно коллег. Буквально 2 таких вступительных слова, как вообще возникла ассоциация именованных школ. Я для тех, кто не знает, хочу сказать, что сама эта ассоциация, она лично мною выстрадана и проявлена, я проявила эту инициативу, это мое предложение, которое поддержано непосредственно Институтом развития образования и Министерством образования Республики Коми. Почему такая идея пришла в мою голову? Значит, в Уктыле есть школа номер 2, которая носит имя моего сына, воина-интернационалиста. 34 года школа носит имя моего сына. И я, поскольку когда работаешь, по большому счету, я не касалась системы образования, когда вышла на пенсию, я задумалась, почему? Носит имя. Имя моего сына символизирует 15 тысяч погибших во время спецоперации, войны, сейчас разные названия, войны в Афганистане. И когда я стала интересоваться, сколько у нас таких школ, чьи образовательных организаций, чьи они имена носят, кто, когда, в какое время присвоил, в общем, я поняла, что у нас в Республике Коми нет ни одного образовательного организации, чтобы она была похожа друг на друга. И даже реестра Министерства образования этих образовательных организаций не было. Когда я подошла к Наталье Владимировне, нашему министру, сказала, что Наталья Владимировна, ведь надо нам сегодня разобраться по существу. Ведь чем отличается школа, или училище, которое носит имя, от обычной школы? И организовать, чтобы был обмен опытом, чтобы они друг друга учились. И, наверное, все-таки воспитательная работа в этих школах, в этих образовательных организациях, она должна отличаться от обычных. Наталья Владимировна очень горячо и сердечно поддержала, и совместно с институтом мы вышли на то, издан приказ, и мы насчитали, что на сегодняшний день у нас в Республике Коми 38 образовательных организаций, которые носят различные имена. Героев Советского Союза, героев России, ученых, деятелей культуры, политических деятелей. Сейчас перед вами выступала по проектной деятельности Василия Мансуровна, которая рассказывала о проекте, который связан с жизнью и деятельностью Ивана Павловича Морозова. Если переходить к именованным школам, я вам должна сказать, что имя Ивана Павловича Морозова носит училище медицинское, а гимназия искусств
при главе Республики Коми носит имя Юрия Алексеевича Спиридонова. Если мы с вами смотрим на две эти личности, то Иван Павлович Морозов – это политический деятель, руководитель республики в то время, когда был совершенно другой социально-экономический строй. А уже деятельность Юрия Алексеевича Спиридонова – это новейшая история нашей республики. То есть эти люди работали совершенно в разных условиях в нашей республике. Следовательно, имя является символом того исторического периода, в который работал, погиб тот или иной человек. И уже если мы переходим к образовательной организации, то, наверное, если говорить, вот, я на примере своего сына, мы 34 года и должны только школьникам рассказывать вот о Геночке? Конечно, нет. Это школа единственная, которая носит имя воина-интернационалиста. И вот сейчас уже с позиции ассоциации, с позиции приказа министра образования мы понимаем, что в этих образовательных организациях именованных должна сосредотачиваться информация в музеях, в деятельности, вот именно об этом историческом периоде, символом которого является имя присвоенной школы. Следовательный момент, на который я обращаю ваше внимание вот в процессе нашего разговора, что государство, присваивая имя, это же не просто происходит. Сначала идет ходатайство педагогического и ученического коллектива, они выбирают героя, ходатайствуют перед органом власти, власть решает, присваивает имя. Тем самым государство выражает уважение к тому коллективу, который просит и попросил и ходатайствует о присвоении, выделяет из общего строя всех вот именно этот коллектив. Кроме этого, государство заботится о сохранении своей истории. Государство присвоило имя, государство вправе спросить, а как же это имя работает на воспитание детей. Значит, вот несколько таких моментов. Значит, я вам привела пример Ивана Павловича Морозова и Юрия Алексеевича Спиридонова. Значит, у нас есть Печоры-школа имени Андрея Стенина. Это уже вот спецоперация Украина, это журналист. Совершенно другая ипостась. Если мы смотрим на Сыктывкар, на школу, 12-ю школу имени Олега Кошевого, это тоже Донбасс, но это Великая Отечественная война, то есть исторические периоды разные. У нас есть школа, Ухта, вот сегодня будут они выступать, они сами о себе расскажут. То есть еще раз повторяю, что ни одной у нас одинаковой школы нету, и если сегодня мы пытаемся организовать вот деятельность ассоциации так, чтобы, во-первых, было накопление информации, в соответствии с именем, в соответствии с историческим периодом. И сегодня мы слушали такое хорошее выступление о школьном музее «Победа». Значит, а сегодня школьный музей, есть у нас резервы по совершенствованию деятельности музея, накоплению информации по организации изыскательской деятельности среди учащихся. То есть у нас Министерство образования, вот пул образовательных организаций, носящих имя, считает очень важным, что это региональная составляющая, именно которая дает нам возможность, расширяет наши возможности по изучению истории как Республики Коми, так и страны, как в советское время, так и в настоящее современное время. Но поскольку я предложила сжаться, ускорить нашу работу, то я предлагаю вот подключиться сейчас в Белоруссии. Эйсман Лариса Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе, руководитель музея средняя школа имени Героя Советского Союза Ивана Шеремета. Добрый день. Да. Слышно нас? Да, слышно. Да. Я представляю Институт развития и образования Гродненский областной, Елена Алексеевна Хоменя, и курирую международное сотрудничество с Коми. Поэтому изначально, конечно, перед Ларисой Владимировной хотелось бы вас поприветствовать. Приветствуем вас из Белоруссии. И, естественно, мы всегда с удовольствием участвуем во всех мероприятиях, которые нам предлагает ИРО Коми. И опыт, конечно, хотелось бы свой представить. И особенно отметить о том, что в последнее время в Беларуси вот это патриотическое движение набирает обороты. И только в Гродненской области за последний учебный год, это 2021-2022 год,
подали заявки на присвоение имя героев или известных людей более 50 школ. И в течение учебного года около 30 школ получили возможность присвоить к своему названию еще имя. Но это школы, которые только начинают свой путь в этом направлении. А мне бы хотелось представить старейшую школу. Пожалуйста. Добрый день. В ходе истории есть события, значение которых не тускнеет от неумолимого бега времени и которые не стираются из памяти людей. Память об этих событиях не подвластна времени, бережно хранимая и передаваемая из поколения в поколение. Она переживает века. Наш долг перед поколением победителей – сохранить историческую память о Великой Отечественной войне. Важная роль в этом отведена музеям. Музеи являются главным местом и хранителем истории и памяти о людях и трагических событиях Великой Отечественной войны в регионе, где каждый музейный предмет является частицей истории, немым свидетелем той страшной войны. Народный музей боевой славы Государственного учреждения образования Лунинская средняя школа имени Героя Советского Союза Ивана Шеремета не исключение. Он начал свою деятельность 5 ноября 1957 года. Основателем музея является заслуженный учитель Беларуси Мстислав Владимирович Семак. Особенно интересной для исследователей оказалась поисковая работа та, которая касалась истории Великой Отечественной войны. Лунинским краеведам нужно было приложить массу усилий, чтобы установить фамилии героев, принимавших участие при освобождении агрогородка Лунна и форсировании реки Неман. Было написано много писем, записано рассказов односельчан, сделано запросов, в том числе и в Центральный архив Министерства обороны СССР, чтобы узнать фамилии воинов 64-й Могилевской стрелковой дивизии, которые в ночь с 13 на 14 июля 1944 года под руководством генерал-майора Шкрылева вышли к реке Неман в районе поселка Лунна. Бесстрашная «семерка», отбив 12 контратак немцы, истекая кровью, все же смогла обеспечить переправу через Неман. Из архива Министерства обороны получили копии листов о присвоении указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года звания Героев Советского Союза младшему лейтенанту Сухину, сержанту Калинину, рядовым Нечепуренко, Солопенко, Осинному, Майдану, Шеремету посмертно. Юные исследователи восстановили биографические сведения героев, наладили связи с командиром группы отважных бойцов Сухиным, воинами с родными погибших в годы войны. Центральное место в экспозиции нашего музея отведено подвигу отважной «семерки». В 1961 году за плодотворную работу по военно-патриотическому воспитанию музей один из первых в Беларуси получил звание Музея боевой славы. Решением Министерства образования БССР от 26 июня 1964 года Лунинской средней школы присвоено почетное имя Героя Советского Союза Ивана Шеремета, 18-летнего юноши из Житомирской области Украины. Такое высокое признание окрылило краеведов и подтолкнуло на новые поиски и работу. В 1964 году организована встреча лунинских школьников с героями и родными погибших, принимавших участие в форсировании реки Неман возле поселка Лунна. Работа в данном направлении продолжалась очень серьезно. Краеведы смогли установить фамилии еще 7 героев Советского Союза 139-й краснознаменной Рославской стрелковой дивизии, которая принимала участие в форсировании реки Неман в районе деревни Ковшова. Наша школа гордится тем, что краеведам посчастливилось установить фамилии 14 героев Советского Союза. В 1986 году музей получил почетное звание «Народный». Профиль музея – историко-краеведческий. В настоящее время в музее
В 8 экспозиционных отделах сохраняется 2056 экспонатов. Он постоянно пополняется музейными предметами разных лет. В них существует связь прошлого и настоящего. Работа в музее проходит слаженно. Помогает в этом созданный клуб «Мы помним», а также совет музея, в который входит администрация школы, учителя, руководитель музея, учащиеся. Совет музея рассматривает возможность участия в конкурсах, акциях разного характера, распределяет экспедиционные задания, проводит отбор материала для издания в печати. В год исторической памяти в музее реализуются проекты. Нам нужно, чтобы наши дети об этом помнили, как мы. Совместный проект с Лунинским сельским исполнительным комитетом «Тайны Большой войны Малой Родины» по обновлению имен неизвестных солдат, похороненных на территории Лунинского края. В ходе работы была установлена фамилия солдата из России Петра Михайловича Бевзюка. Музеем налажены связи с сельской библиотекой, молодежными организациями, государственными музеями, ветеранами педагогического труда, узниками, людьми, родившимися до 1945 года. Они являются активными участниками мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню освобождения Лунна, Дню независимости Республики Беларусь, Международному дню узников фашистских концлагерей. В учреждении образования стало традиционным проведение торжественных линеек, митингов, посвященных дню рождения Ивана Шеремета, турниров по волейболу на Кубок Ивана Шеремета среди школ района. В 2022 году приняли участие в областном патриотическом марафоне «Чтим память героев». В нем участвовало 13 школ области, носящих звание Героев Советского Союза. Музей посещают гости не только с разных уголков Белоруссии, но и России, США, Норвегии, Польши, Украины, Великобритании, Израиля. Этикетаж и экскурсии предлагаем гостям на белорусском, английском и русском языках. Посетители могут стать участниками театрализованных экскурсий из истории агрогородка Лунна, «Война глазами детей», «Великой Победе посвящается», музейного форума «Экспонаты говорят». Не оставляет равнодушным экскурсия языком камня по местам увековечивания памяти героев войны. Уникальные экспонаты воссоздают атмосферу героического прошлого Лунинщины. Количество посетителей музея с каждым годом увеличивается. За 2021 год 1539 человек. Проведено 109 экскурсий. Большое внимание уделяется исследовательской деятельности. Учащимися школы подготовлены исследовательские работы, бои за переправу в районе Лунна, Холокост в истории Лунна, суровым был тот славный путь, о подвиге летчика-истребителя Андрея Степановича Данилова, 7 героев за освобождение Лунна и другие. Материалы исследований предоставляются на конкурсы, которые отмечены дипломами областного и республиканского уровней. По итогам исследований учащимися создаются видеофильмы «Подвиг отважной семерки», «Фонарь из прошлого, который светит в будущее», Симаку Мстиславу Владимировичу посвящается, которые помогают погрузиться в атмосферу прошлого. Ведется работа по пополнению экспозиций новыми материалами. В 2021-2022 годах работали сменные выставки, которые посвящены летчику-истребителю, почетному гражданину города Гродно Андрею Степановичу Данилову, летчику Протасову, который совершил первый авиаистребительский таран в мире, а также выставки «Память моей земли повсюду. Герои живут рядом». Однако время диктует новые требования. Взгляд в прошлое невозможен без современных информационных и компьютерных технологий. На сайте школы создан проект «Виртуальный музей. Государственное учреждение образования. Лунинская средняя школа имени Героя Советского Союза Ивана Шеремета». Учителем информатики Черник Елены Михайловны вместе с коллективом учащихся. Виртуальный музей, в который вас приглашаем, помогает восприятию исторического прошлого и настоящего Лунинской земли,
и конкретно Лунинской средней школы, не отходя от монитора вашего компьютера. Экспозиции складываются из самых разных по своей объемной и видовой характеристике материалов. Это различные фотоснимки, документы, награды, оружие, бытовые предметы и личные вещи, памятные книги писателей, газеты и журналы, отклики и рецензии. В музее основательно прослеживается связь поколений. Здесь собраны материалы о выпускниках, бывших и нынешних учителях, руководителях школы. На сайте создана интерактивная карта воинских захоронений и обелисков Лунинского края. Еще одним шагом для сохранения памяти является выпуск книг «Связь времен, поколений, традиций», «Моя судьба, моя дорога», в которых отражена музейная деятельность. Авторских коллектив этих изданий – учащиеся и педагоги нашей школы. Народный музей боевой славы продолжает работу по изучению истории родного края, истории Родины, ее боевых, трудовых и культурных традиций, так как это является важным направлением в воспитании гражданина, патриота своей страны. Опыт работы нашего учреждения образования по гражданскому патриотическому воспитанию был представлен на 7-м форуме регионов Беларуси и России в 2020 году. В конкурсе Музея боевой славы учреждений образования Республики Беларусь награждены дипломом первой степени Министерства образования Республики Беларусь. И за высокие достижения в работе по гражданско-патриотическому воспитанию Народный музей боевой славы отмечен дипломом второй степени Министерства образования Республики Беларусь на 19-й республиканской выставке методической литературы и педагогического опыта в 2021 году. Считаем, что наш музей будет поддерживать традиции, заложенные предыдущим поколением, так как нас обязывает имя Героя Советского Союза Ивана Григорьевича Шеремета. Вот так мы живем и работаем в сельской школе, поскольку Лунинская земля богата на военную историю, поэтому нам есть чем гордиться, есть что изучать и воспитывать наших учащихся. Спасибо за внимание. Уважаемая Лариса Владимировна, большое спасибо за информацию. Мы обогатили свои знания о Белоруссии. И, конечно, большое вам спасибо за сотрудничество с нашим институтом. Мы надеемся, что будем продолжать и в дальнейшем. Мы братья по крови. Спасибо. Всего вам хорошего. Так, следующее у нас выступление, уважаемые друзья. Ваня Васенин, учащийся средней школы имени Героя России Александра Ивановича Алексеева. Пожалуйста, Ваня. И попрошу подготовиться Бахтину Любовь. Значит, тема его выступления «Боевой путь от Москвы до Пруссии. Исследовательская работа на основе анализа архивных документов в семье Зибарева». Так, Ваня, пожалуйста, располагайся. Здравствуйте. Я бы хотел вам сегодня рассказать про боевой путь моего прапрадеда Зибарева Ильи Михайловича от Москвы до Пруссии. Значит, я хочу сказать о том, что каждый год я участвую вместе со своей сестрой, своей семьей в бессмертном полку. Мы несем портреты своих прапрадедов, и одним из них является Зибарев Илья Михайлович. Мы с нашей семьей считаем, что это очень важно, хранить память о своих предках, о их подвигах и о их истории. Меня очень заинтересовало вопрос моего прошлого, моих предков. Очень часто я сидел с папой, задавал ему разные вопросы, и мне было очень интересно с ним это все обсуждать. Мне было очень интересно тема Великой Отечественной войны, тема истории, но помимо общих знаний о Великой Отечественной войне я узнал, что, оказывается, мои предки, моя семья непосредственно принимали в ней активное участие. Как раз одним из моих предков стал Зибарев Илья Михайлович, и именно его история я хочу вам рассказать. В ходе исследования я вывел свою гипотезу, цель, задачи, методы. Хотел бы рассказать про биографию своего прапрадеда. Он родился в
1912 году в Новосибирской области, ну, тогда в царские времена она называлась по-другому, он родился в в селе Верх-Ирмень, и отсюда, можно сказать, начинается отправная точка моего исследования, поскольку мы сразу же направили запрос в архивы села Верх-Ирмень. Там мы отправили запрос, но при этом мы очень долго ждали ответа. Поэтому сначала мы направили запрос, потом уже ждали ответа и продолжили свое исследование. Самое интересное, что туда пришло, будет в конце. В 1912 году он родился в многодетной семье, и с самого детства он много работал, много трудился. В 18 лет он отправился на строительство железной дороги в Новосибирск, в Новосибирской области. Он занимался строительством железной дороги. Затем, чуть позже, он вступил в колхоз. Там его сразу заметили его трудолюбие. Его поставили позже управлять движком в колхозе на комбайне, а это было очень ответственное, потому что движков тогда было мало, и поставить туда могли только трудолюбивого, добросовестного гражданина. В 1933 году он женился на Цивилевой Марии, которая стала моей прапрабабушкой, и также чуть позже он прошел армию. Но, однако, в мае 1941 года его призвали в армию опять на переподготовку. И тогда уже его направили на фронт. Фронт он начал в 16-й гвардейской Карачевской дивизии. Первый кровопролитный бой они приняли в Калининской области, участвовали в битве за Смоленск. Позже дивизия была переброшена на защиту Москвы. И там он получил свою первую награду за оборону Москвы. Однако в 1943 году во время наступления в Смоленской области он был ранен. Пуля попала ему в каску, а потом отрикошетила в руку. И его отправили в госпиталь под Москвой. Позже, после госпиталя под Москвой, его перевели в Третий Белорусский фронт, где он участвовал в операции «Багратион». Операция «Багратион» – одна из самых масштабных операций за всю, в принципе, войну и историю. Во всех военных академиях мира, любых стран, эта операция всегда очень тщательно изучается. А в 1945 году его дивизия, которая находилась в Третьем Белорусском фронте под командованием Черняховского, начала наступление на Восточную Пруссию. Хотелось бы сказать то, что я очень увлекаюсь картами и люблю заниматься их моделированием. И как раз вот это вот исследование стало способом для меня показать и использовать мои знания и способности. Для начала я составил карту битвы за Москву, а именно наступательного этапа советских войск в битве под Москвой, где показаны карты вот именно наступления и вот как раз 16-я гвардейская дивизия, в которой служил мой прапрадед. И много информации, как раз, например, о картах, мы искали на сайтах «Подвиг народа», «Память народа», в газете, на газете «Ленинский призыв» номер 46 Ордынского района. И везде у моего прапрадеда были разные фамилии. И когда мы сначала начали забивать информацию на сайте «Подвиг народа», «Память народа», мы ничего не нашли. И мы подумали, что информация просто безвозвратно утеряна. Но в какой-то момент мы решили пересмотреть полностью все его документы и выяснили то, что в военном билете, в наградных листах, в свидетельстве о браке, в свидетельстве о рождении у него везде разные фамилии. Где-то Зибирев, где-то Зиберев, где-то Зибров, где-то Зибрев. А потом к нам уже нам пришел ответ из Верх-Ирмени, где сказали то, что в метрических книгах церкви Верх-Ирмени числится Зибрев Илья Михайлович. То есть его изначальная фамилия Зибрев. При том, что у него уже, потом у его детей была фамилия Зибиров. То есть фамилии всегда везде были разные, и именно благодаря вот этой вот находке мы смогли найти наградные листы на этих сайтах
А позже мой репетитор по информатике точно таким же методом смог найти информацию уже о своих предках, которые воевали. То есть мой полученный опыт помог найти еще и другим людям на информацию о своих предках. Также я посетил в сентябре 2021 года музей артиллерии в городе Санкт-Петербурга, и больше всего меня заинтересовали именно минометы, потому что мой прапрадед был минометчиком. Как раз минометы 120 миллиметрового образца и 82 миллиметрового образца, поскольку сначала у прапрадеда был 82 миллиметровый образец миномета, а потом уже 120 миллиметровый. Именно с таким минометом он прошел всю войну. И что интересно насчет того, что он был минометчиком, то что в какой-то момент немцы превратили Восточную Пруссию в неприступную крепость. Там находилось множество укреплений еще со времен Первой мировой войны, и они в очень быстрых темпах возвели множество крепостей и фортов во всей Восточной Пруссии. И поэтому в ее штурме нужна была именно артиллерия. И мой прапрадед, являясь вот как раз минометчиком, оказал тоже, получается, большое влияние, поскольку все эти форты, все эти укрепления, их нужно было разрушать. И да. Вот эта карта тоже составлена мной. Мне она кажется наиболее удачной из всех моих. За 4 года войны Зиберев Илья Михайлович был награжден следующими медалями и орденами. Медаль за отвагу, за оборону Москвы, Красной Звезды, орден Славы 3-й степени за отвагу, за взятие Кёнигсберга и орден Отечественной войны 2-й степени. В послевоенное время Зиберев Илья Михайлович участвовал в выставках, в сельскохозяйственных выставках, где он отмечался как почетный участник. И даже после войны он продолжил тяжело трудиться. Я знаю интересную историю о том, что он всегда был убежденным атеистом, убежденным коммунистом. Однажды у меня бабушка, когда была в Новосибирской области, она приехала в гости, получается, к своему деду, моему прапрадеду, и у нее было что-то украшение в виде декоративного крестика. Он, как убежденный атеист и коммунист, с нее сорвал это и наругался очень сильно на нее, потому что вот такой вот идейный человек был. Это, получается, я посещал музей артиллерии. Вот как раз вот карта. Вот карта, она, как можно сказать, из первоисточника. Именно на эту карту я ориентировался, когда составлял свои. А чуть позже я составил общую карту всего его боевого пути, где он начинал ее в районе Солнечногорска, где он нес на себе минометы, и 120 километров его дивизия прошла пешком, потому что все автомобили, все лошади находились на других фронтах. И ему пришлось под палящим солнцем в июле 1941 года пешком нести на себе тяжелые минометы. И после такого тяжелого перехода ему пришлось с собой закрывать немцам путь на Москву. Чуть позже его ранили, его отправили в госпиталь в Павлов-Посад. И чуть позже он участвовал в операции Багратион и наступлении на Восточную Пруссию. Мой опыт поиска наградных листов при исследовании боевого пути прапрадеда. Вот все наградные листы, которые я смог найти, и часть из них пришлось искать по разным фамилиям. Вот как раз примеры ошибок. Зибирев, Зибарев, Зиберев и Везде разные. Да, вот как раз мы делали запросы в Государственный архив Новосибирской области, в ЗАГС Новосибирской области, администрацию Плотниковского сельхозсовета, администрацию Верхарменского сельхозсовета, архив Ордынского района Новосибирской области. Личный вклад моего прапрадеда в победу в Великой Отечественной войне. Это все, что мы узнали из наградных листов. Тут содержатся большие выдержки, и что я хочу сказать, то что он оказал большой вклад, поскольку, вот, например, в его расчет, благодаря его кропотливой работе, уничтожил 17 немецких солдат и уничтожил наблюдательный пункт. То есть
добросовестно, честно и бесстрашно выполнял свою работу. Я горжусь тем, что мой прапрадед Зиберев Илья Михайлович внес свой личный вклад в общую победу нашего народа над врагом. Мой прапрадед был скромный человек. Он всегда говорил, воевал как все. И, конечно, он был прав. Все отдавали свои силы на борьбу с врагом. И те, кто воевал на фронте, и те, кто работал в тылу. Только благодаря подвигам миллионов людей нынешнее поколение имеет право на свободную жизнь. Вечная им память. Вы в каком классе, Ваня, учитесь? В 11. В 11 классе. Уважаемые друзья, я думаю, что мы выразим общее мнение, если скажем, что вот этот парень не затеряется в нашем обществе. Он состоится в жизни как хороший, честный, добросовестный гражданин, который не посрамит честь, достоинство и память своего деда. И я хочу сказать спасибо твоим учителям и твоим родителям за то, что так воспитали, и за ту исследовательскую большую работу, которую вы, Ваня, провели. Спасибо. Слово предоставляется Бахтиной Любови, обучающейся 8 Б класса этой же школы имени Александра Ивановича Алексеева, и учителю истории обществознания Киселевой Анне Юрьевне. Пожалуйста. Уважаемые жюри и участники конференции, меня зовут Бахтина Любовь, я являюсь ученицей 8 класса школы номер 3 города Ухты. Сохранить память в камне и в сердцах. Так я назвала свою исследовательскую работу. Интерес к прошлому моей семьи начался с прогулки по селу Прокопьевка к обелиску погибшим на фронтах во время Великой Отечественной войны. Здесь я узнала, что мой прадед Потапов Иван Григорьевич, прошедший Великую Отечественную войну, сам вырезал имена фронтовиков на памятнике. На порталах интернет-ресурса я не обнаружила никакой информации о данном обелиске, который, по сути, является одним из самых главных памятных мест в селе и первым памятником в Коме СССР, на котором высечены имена бойцов. Я выяснила, что в семье хранится память о прадедушке, есть фотографии, красноармейская книжка, военный билет, награды и иные документы. Таким образом, появилась гипотеза, представлена вашему вниманию на слайде. Поставлена цель, определила объект и предмет изучения, также задачи и методы. Практическую значимость вижу в том, что работу можно обнародовать на ресурсах села Прокопьевка и использовать на уроках мужества в школе. Свое исследование начала с красноармейской книжки, из которой выяснила место призыва прадеда. Здесь указано, сколько было выдано одежды. Узнала, что служил на Ленинградском фронте, был красноармейцем-телефонистом, участвовал в освобождении города Риги, был в начале 1945 года ранен. Также мною изучен военный билет, с помощью которого удалось проследить боевой путь прадеда. Однако при поиске информации я столкнулась с проблемой. Несмотря на достаточное наличие информации в данных документах на порталах «Память народа» и «Подвиг народа», мы практически ничего не обнаружили. Вместе с мамой отправили запрос в архив села Прокопьевка и на данные порталы. Все представленные выше материалы хранит его дочь Габидулина Елена Ивановна, уроженка села. Она и помогла мне разобраться с архивом семьи. От нее я узнала про книгу «Прокопьевка. История села. Люди и судьбы». Из рассказов родных узнала, что мой прадед родился в многодетной крестьянской семье. До армии прадедушка окончил 6 классов Прокопьевской средней школы. Перед уходом на фронт в возрасте 16 лет женился на моей прабабушке Таисии Егоровне, которая и осталась помогать по хозяйству его старенькой матери. Изучив документы боевых заслуг, была поражена стойкостью и мужеством прадеда. С 1943 года для молодого парня начались военные скитания по стране, из одного полка в другой, из Вологды в Архангельск и обратно. В 1944 году прадедушка отправляет на латвийский участок Ленинградского фронта в 250-ю отдельную роту связи под командованием генерал-полковника авиации Науменко для уничтожения курлянской группировки врага
где стояла боевая задача содействовать войскам Ленинградского фронта. И уже в сентябре-октябре 1944 года принять участие в освобождении Латвии и города Риги. Самым тяжелым для прадеда оказался январский бой в 1945 году. Сутки велась артиллерийская перестрелка. В этом бою он получил ранение с контузией, за что его наградили медалью за боевые заслуги. После восстановления его направили в 431-й истребительно-авиационный краснознаменный полк, где он регулировал, заряжал пулеметы и пушки на самолетах Як-3. Прадедушка вернулся домой только в 1951 году, спустя 6 лет после победы. Дома его ждала верная и любимая жена, наша прабабушка Таисия Егоровна, которой тоже пришлось нелегко в военные годы. Мои прадедушка и прабабушка вырастили и воспитали 7 детей, достойное продолжение своего рода. Вместе продолжали вести свое хозяйство. Зимой прадедушка занимался валянием валенок. У дедушки имеется много почетных грамот за трудовую деятельность, а у бабушки много медалей и орденов за доблестный труд в годы войны. И самым главным, я считаю, это орден материнской славы первой степени. Почтение и уважение вызывает создание обелиска погибшим на фронтах села Прокопьевка. Прадедушка, прошедший дорогами войны, решил сохранить память о подвигах своих односельчан. Он лично уточнял списки погибших, участвовал в разработке проекта памятника. Для облицовки обелиска нужен был мрамор. Несколько раз ездил с прабабушкой в Ухту за плитами, которые были выброшены с завода «Прогресс» в поселке Водный как отбросовый материал. Наполнив объемистые рюкзаки, они возвращались домой и от села Летка до Прокопьевки шли пешком. После прадедушка сам вырезал имена фронтовиков на памятнике. Ушло достаточно много времени на столь кропотливый труд. Памятник представляет собой усеченную пирамиду, на передней части которой высечены фамилии бойцов. Он достаточно прост и скромен, но в него вложена душа. Я выяснила, что не только прадедушка причастен к созданию памятника. Петр Федорович Костнарев, уроженец села, на тот момент проживающий в Сыктывкаре, выслал деньги в сельсовет на установку памятника. И тогда жители села также решили оказать материальную помощь. Подводя итоги своей работы, хочу отметить, что удалось достичь поставленных целей. Выводы моей работы представлены вашему вниманию на слайде. Одним из самых важных считаю вклад прадеда в культурное пространство села Прокопьевка, благодаря чему он и свое имя увековечил в памяти односельчан. Мне отрадно осознавать, что мой прадед Потапов Иван Григорьевич стал частью Великой Победы и внес вклад в сохранение памяти о погибших на фронтах жителей села Прокопьевка, воевавших за Родину в годы войны. Прадедушка всегда слыл среди родных истинным патриотом своей Родины и сердцем родил за ее успех. День Победы, 9 мая, ежегодно отмечается нашей семьей. Мы преклоняемся перед мужеством и отвагой моего прадеда. Спасибо за внимание. Анна Юрьевна, вы что-то добавите, да? Да, я добавлю немножечко, Пожалуйста. Меня зовут Киселева Анна Юрьевна, я являюсь их куратором. Ну, можете присесть, кто останется. Я буквально немножко поясню, что вообще происходит в нашей школе, на что мы акцентируем внимание и вообще как процесс самой работы и вот этого исследования происходит. Но если мы... Что-то не перелистывается почему-то. Наша школа тоже носит имя Героя России Александра Ивановича Алексеева. С 2019 года официально присвоено. Он был одним из выпускников нашей школы. И, соответственно, в нашей школе основное из воспитательных направлений – это гражданско-патриотическое воспитание, которое мы активно, почему-то не перелистываются слайды, активно реализуем. Ну и, соответственно, 30 сентября вот будет день рождения Алексеева. У нас уже проходит ряд мероприятий, посвященных его памяти. Вот, все поняла. Соответственно, еще одной из таких составляющих нашей школы – это Музей природы и земли Кирилла Федоровича Седых, который на сегодняшний день закрыт, и доступа туда нет, но дети тоже исследуют его биографию, и также у нас один из кабинетов будет назван и в честь его.
Значит, какие направления основные в нашей школе? Это вот гражданско-патриотическое, у нас волонтерское объединение. И вот в рамках школьного научного общества «Открытие» мы как раз и проводим вот эту всю исследовательскую деятельность. Ну, из того, что самое главное, я своей целью ставлю, это вовлечение учащихся в проектно-исследовательскую деятельность. Ну и для меня успех любого ребенка – это мой личный успех в том числе. Значит, что мы реализовали? У нас очень хорошо прошел проект «Правнуки о прадедах. Лента памяти». Мы сделали большой баннер. Это вся школа участвовала, ну, кто желающий, там где-то более 30 человек приносили материалы. Значит, суть была такова, что у кого-то материала совсем мало, и невозможно продолжить какое-то исследование. Где-то дети стесняющиеся, где-то родителям некогда. Вот в данном проекте поучаствовали дети независимо от объема материала, и это вот им отрадно осознавать, что вот их фамилии, их истории, они вот у нас висят в фойе первого этажа. Еще один юноша, тоже неоднократный у нас участник конкурсов, они семьей создали книгу, там аж 115 страниц, и вот он презентацию этой книги проводил в библиотеке, ознакомил ее с ребятами. То есть это тоже было целое мероприятие, с телевидения приходило. В общем, детей это воодушевляет на дальнейшую деятельность. Также вот в прошлом году мы участвовали во всероссийском таком проекте в течение всего года, посвященном 80-летию блокадного Ленинграда. Это были сочинения, рисунки, ну, там каждый месяц нам давали различные задания. Соответственно, вот дети писали сочинения, принимали участие, дипломы. Так, сейчас вот немножко, если вернуться к Ивану Васенину, с Иваном Васениным мы сотрудничаем уже с 8 класса, не первый год. То есть все началось, может быть, для него это раньше, в 8 классе, когда уже учащиеся пришли ко мне, мы начали более плотно работать, и на многих конкурсах он уже участвовал, он побывал уже дважды в Артеке, и как бы я считаю, что ситуация успеха достаточно высокая для данного ребенка. Ну и с такими детьми, конечно, приятно работать. В рамках уроков от ДНК-НР очень хорошая платформа для выявления учащихся вот таких личностных тем, тем семейных, где там есть в рамках урока тема место подвига человека, и, соответственно, дети приносят информацию из личных архивов. И уже отсюда я выискиваю детей, которые могут, которые способны, и далее уже веду переговоры с родителями, мы начинаем плодотворную работу, и, как правило, это все очень успешно получается. Вот подобного рода мероприятия у нас регулярны, где у нас линейки, минуты там славы, памяти, дети рассказывают вот на данной фотографии каждую свою личную историю, тоже они активно принимают участие. Но вот данный проект, который по блокадному Ленинграду, у нас там был конкурс по экспозиции «Город в тылу» мы делали, и вот Иван очень удачно провел такой вот экскурс в историю, после которого пятиклассники, дети побежали к классному руководителю и говорят: давайте мы еще что-нибудь посмотрим, давайте мы еще что-нибудь изучим. То есть это все вдохновляющие такие моменты. Ну вот участие в разных конкурсах. У нас проходят кадетские классы, у нас есть кадетская честь. Мы, естественно, ежегодно уже несколько лет подряд принимаем участие. Есть у нас еще один выпускник, который совершил подвиг во время выполнения служебного долга. И тоже вот, допустим, данный ребенок, Вера Филиппова, это закрытый ребенок, очень скромный. Вот если бы ее случайно я не выявила, то, возможно, бы она бы так и просидела за партой в тишине, даже стесняясь поднимать руку. У нас был проект «Дети в годы войны», такой большой баннер родители делали, помогали в моем кабинете. И вот они стали участниками. Я ее взяла только лишь попробовать, поучаствовать. Оказалось, у нее настолько волшебный, приятный голос, что вот с этого момента она у меня уже проект сделала, тоже стала участницей конференции. И вот Вера, Люба, еще двое ребят у нас сейчас едут на российский форум «Юные инспектора движения», тоже там проектная деятельность, и вот удостоены чести посетить. То есть это дети, которые стали стремиться к успеху и к какой-либо проектной исследовательской деятельности.
Ну и был у нас в конце года по итогу вот школьного научного объединения конференции открытия мы провели. И, в общем-то, дети успешно приняли участие, получили свои сертификаты, грамоты. Ну и с этого года все уже спрашивают, а что дальше? Вот. Ну и основная схема у меня цепочка такая. Сначала я выявляю ребенка, сканирую его, можно так сказать, насколько он способен. Потом мы с ним обговариваем, определяем, какая ему тема интересна, есть ли у него какие-то архивы дома. Потом я вовлекаю родителей. Родители здесь, конечно, одни из самых главных помощников, потому что фотографии отыскать, какие-то документы, какие-то медали, понятно, я домой не приду, не все это не сделаю, они помогают активно. Потом мы начинаем совместно искать, скажем так, информацию, пишем работу. Но вот создание презентации самого доклада я здесь курирую более плотно, чтобы это выглядело конкурентоспособным, скажем так, на конкурсах. И это, в принципе, я считаю, получается удачно. И вот образец вот подобного выступления сейчас был вам представлен. То, что жюри конкурсов, конференций различных требуют. Вот их требования таковы, ну, чтобы это была призовая работа. Ну, потом они выступают в школе перед своими одноклассниками обязательно, либо в другие классы выходят. Ну, как правило, охватывать мы стараемся большое количество детей. У нас в пределах 1100 учатся учащихся. Но вот мы берем какие-то параллели и охватываем. Ну и, соответственно, дальше мы уже пробуем участвовать в различных конкурсах. И дипломы, призы, все это у нас получается. То есть это вот только лишь часть того, что у нас как бы имеется, потому что, ну, чтобы это... Ну и сама я тоже активно участвую. Там, где получается, я принимаю участие. Вот на этом все. Поэтому вот с такими детьми, это у нас программа «Одаренные дети», она реализуется, в принципе, во многих школах. И вот мы их стараемся создать им ситуацию успеха. Уважаемые друзья, Вопросы, может, какие-то есть? Нет, Анна Юрьевна, Спасибо. вопросов. Большое вам спасибо за такой творческий подход к выполнению своих функциональных обязанностей как учителя. Сейчас я предоставлю слово Каневой Ларисе Константиновне. Это директор Мовчинской средней школы имени Героя Советского Союза Андрея Григорьевича Хатанзейского. Добрый вечер, коллеги. Наконец-то дошла очередь до нас. Рада вас приветствовать. Я из Мовчинской школы, как уже было сказано, в Вижемском районе. Мы живем далеко. У нас школа небольшая, 160 детей. Но очень такая знаменитая школа, вы знаете, или, может быть, даже не знаете кто-то. В нашей школе училась легендарная лыжница Раиса Сметанина, Яков Рочев, наш знаменитый писатель, и, конечно же, выпускник нашей школы, Герой Советского Союза Андрей Гурьевич Хатанзейский. В 2023 году у нас юбилейный год. Школе исполняется 185 лет со дня образования. Мы учимся в здании школы, которой 106 лет. В 1916 году возвели как городскую школу полностью из лиственницы. Также в 2023 году, 21 октября, исполняется 100 лет Герою Советского Союза Андрею Гурьевичу Хатанзейскому. С 1988 года школа носит имя выпускника Героя Советского Союза Андрея Гурьевича Хатанзейского. К сожалению, так получилось, что это имя как-то потерялось в документах, оно было неофициальным. И только к 75-летию Великой Победы мы сделали запрос и вновь вернули это почетное имя. Мы внесли в устав школы, подготовили все документы, поменяли печати и очень гордимся тем, что эта работа проведена, удалось нам это сделать, и теперь мы с гордостью носим имя Героя Советского Союза. В 2020 году в школе открыт кадетский класс имени Героя Советского Союза Андрея Гурьевича Хатанзейского. И сейчас я хочу вам представить, мне кажется, очень хороший фильм получился благодаря нашим кадетам и классному руководителю, куратору кадетского класса о
об этом герое. В Выжимском районе, в селе Мохча, есть старинная школа. Эта школа носит имя своего выпускника, героя Советского Союза Андрея Гурьевича Хатанзейского. Родился Андрей Гурьевич Хатанзейский в семье потомственного оленевода Гурия Ивановича и Феоктисты Ивановны. Родители круглый год были в тундре, поэтому Андрей жил у бабушки и учился в Мохчинской школе. После окончания 6 классов Мохчинской школы по направлению колхоза в 1939 году Андрей Хатанзейский уехал в тундру. Работа оленевода нелегкая, беспокойная, требует выносливости, находчивости, наблюдательности и решительности. Андрей овладел всеми навыками оленевода и руководителя бригады. В тундре проработал до начала 1942 года. И вот 19-летнему юноше Андрею Хатанзейскому пришла повестка. В 1942 году, 25 февраля, меня взяли на военную службу в Великоустюгское пехотное училище. Там был 3 месяца. В мае отправили в 233-ю стрелковую дивизию, в 341-й саперный батальон. Осенью 1942 года 233-я стрелковая дивизия вступила в бой на правом крыле Сталинградского фронта. 19 ноября 1942 года началось решительное наступление войск Юго-Западного и Донского фронтов, а на следующий день Сталинградского фронта. Андрей Хатанзейский под губительным огнем расчищал проходы в минных полях, через которые двинулся танковый десант. В последние дни Сталинградской битвы сапер Хатанзейский отличился мужеством и атакой не только при выполнении своих саперских заданий, но ходил в лихие атаки вместе с пехотой. Здесь он получил свою первую боевую награду – медаль за отвагу. Затем он получил медаль за оборону Сталинграда. За отличные боевые действия Андрею Хатанзейскому вручили грамоту благодарность Верховного Главнокомандующего. Вслед за наградами Хатанзейский получил первое воинское звание – ефрейтор, официальное призвание боевых заслуг бывалого, опытного солдата. В августе 1943 года Андрей был ранен, но он не ушел с поля боя. В августе 1943 года был подписан приказ о награждении орденом Красной Звезды. Во время боевых действий ефрейтор Хатанзейский проявил себя смелым, инициативным, дисциплинированным, умеющим правильно организовать работу в отделении, хорошо знающим свое дело командиром отделения. В ночь на 2 августа 1943 года ефрейтор Хатанзейский под минометным и пулеметным огнем противника со своим отделением поставил 53 противотанковые мины. За передним краем нашей обороны, севернее леса, урочище Ямская дача. 2 августа отделением ефрейтора Хатанзейского было обнаружено минное поле противника, где снято 416 противотанковых мин. Товарищ Хатанзейский лично снял 201 противотанковую мину противника, из которых 7 были установлены как неизвлекаемые. При выполнении боевых заданий товарищ Хатанзейский личным примером воодушевлял бойцов всего отделения. Еще одно ранение, полученное при выполнении боевого задания 17 сентября 1943 года, заставило Андрея ненадолго покинуть часть. Возвратился в строй Хатанзейский, когда дивизия подошла с боями к Днепру, освободив Кременчуг. Андрей, еще не сняв битов с ран, активно подключился в работу по обеспечению форсирования Днепра. Саперы отделения отличались в зимних боях по овладению городом Знаменка, а затем в летних боях района Кировграда. В часы затишья Андрей часто вспоминал Клавдию Беляеву, милую черноглазую девушку, вместе с которой он учился в Мохчинской средней школе. Их в 1 год призвали в армию. Клавдия все годы войны была зенитчицей, обеспечивала охрану Муромского порта и Киевской железной дороги. Всю войну они переписывались. Клавдия Семеновна сохранила все письма любимого. Как получишь письмо от любимой девушки, так сердце болит, как будто хочет лететь туда, в любимый родной край. Пишу письмо на мягкой постели,
Подо мной куча соломы, да сырая мать земля, с которой уже 2 года не расстаюсь ни на минуту. А сейчас на фронте бью немецкие полчища, очищаю советскую Украину. Но уже на фронте день и ночь гремит и дождит железным дождем. Уже исполняется 3 года, как я ушел из дома. Эти 3 года не забуду, если останусь живым. Я уже больше ведра крови пролил, 5 раз был ранен, а домой писал будто бы 3 раза. Здесь очень тяжело стало воевать. Я сейчас нахожусь на берегу Дравы, притока реки Дунай. В начале декабря 1944 года 11 бойцов с 233-й дивизии за подвиги на Дунае были представлены к званию Героя Советского Союза. Среди них был сержант Андрей Гурьевич Хатанзейский. Сержант Хатанзейский 6 ноября 1944 года первым на легкой лодке под руководством гвардии капитана Зюлковского переправился на правый берег реки Дунай. В районе села Батина под непрерывным и сильным ружейно-пулеметным и минометным огнем разведал оборону противника и подходы для возможной высадки десанта. Первым за гвардией капитаном Зюлковским кинулся в атаку на противника. Гранатами и автоматными очередями уничтожил заслон противника в количестве 8 человек. За вторую ночь первым десантом переправил 85 стрелков, 9 станковых пулеметов, 3 миномета с расчетом, 46 ящиков боеприпасов, а также в последующие разы руководил десантным катером, переправляющим материальную часть дивизии. За выдающиеся заслуги перед Родиной и проявленные при этом доблесть и геройство достоин присвоения звания Герой Советского Союза. От Дунайского порта Батина сержант Хатанзейский прошел с боями до озера Балатон. Саперы прокладывали путь наступающим войскам по гористо-болотистой местности. Наши части в конце 1944 года вышли к озеру Балатон. Лишь в феврале 1945 года на подступах к Балатону наметился прорыв. Последняя яростная атака фашистских войск пришлась на 13 февраля 1945 года. Но с 13 на 14 февраля саперы во главе с Хатанзейским провели в напряженной работе по разминированию занятых нашими войсками плацдармов. Но с этим заданием подчиненные Хатанзейского вернулись без капитана. Андрей Хатанзейский был смертельно ранен от разрыва мин. При минировании на переднем крае от разрыва мин погиб командир отделения 341-го особого саперного батальона сержант Хатанзейский А.Г. В извещении о гибели героя указывалось: командир отделения 341 ОСБ сержант Хатанзейский похоронен на северо-западной окраине поместья Единпуста, ныне называется Кишланг. Указ о присвоении Героя Советского Союза был подписан 24 марта 1945 года посмертно. Память о герое, который прожил всего 22 года, но за это время сделал так много для победы в той войне, бережно хранится в родной школе. Мохчинская школа носит имя Героя Советского Союза Андрея Гурьевича Хатанзейского. В школьном сквере стоит обелиск, воздвигнутый в 1957 году. Перед школой бюст героя, установленный в 1988 году, а в школьном зале большой портрет Андрея Гурьевича Хатанзейского, возле которого в почетном карауле в дни памяти стояли школьники разных времен. Проводятся лыжные соревнования на Кубок Хатанзейского, недели ударной учебы. В 2020 году в школе открылся кадетский класс МВД, который носит имя героического земляка. Кадеты посадили аллею Хатанзейского перед школой из рябин, которая осенью своими кроваво-красными гроздями напоминает о цене победы в Великой Отечественной войне. Андрея очень любили солдаты и командиры. Даже командование батальона восхищалось его исключительной храбростью, спокойствием и дисциплинированностью. Он отлично знал минное и подрывное дело, прекрасно ориентировался на местности, даже в ночное время. Я гордился своим земляком. И мы, сегодняшние школьники, гордимся Андреем Гурьевичем Хатанзейским. Мы, земляки, помним и будем помнить о нем. У нас еще выпущен
выпущена такая книга «Никто не забыт, ничто не забыто». Мы гордимся памятью Андрея Гурьевича Хатанзийского и проводим целенаправленную работу. Спасибо за внимание. Жду вас в гости в нашу школу. У нас есть что показать, чем похвалиться. Большое вам спасибо. И таким временем вас Готовится проектно-сметная документация на новую школу, чтобы эта школа была на 360 человек в Заречье нашем. Ну, это будет только через год, потом еще 2 года, а потом еще 2 года. Ну, надеюсь, что будет. Вы уже научились добиваться успехов, а учителя, особенно в этом плане, тоже преуспевают сейчас. Удачи вам и успехов. Уважаемые друзья, и у нас еще одно выступление Ануфриевой Нины Николаевны. Это директор Кипиевской средней школы имени Александра Ефимовича Чупрова. Добрый вечер. Меня слышно? Слышно. Да, вас слышно, Ольга Яковлевна. Мы рады вас видеть. Спасибо, я тоже рада вас слышать. Здравствуйте, все участники конференции. Приветствует вас школа села Кипиево, которая с гордостью носит имя Героя Советского Союза Александра Ефимовича Чупрова. Во все времена воспитание патриотизма являлось одной из первоочередных задач школы. Связь поколений, безоговорочная, непоколебимая – это та нить, которая объединяет всех нас. Я не случайно приветствую вас из школьного музея. Именно здесь находится душа школы. Да и не только школы, а всего села. Ежегодно проходит в нашей школе неделя памяти Героя Советского Союза Александра Ефимовича Чупрова. Именно на материалах музея проводятся классные часы, посвященные нашему герою, землякам, которые сражались с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. В этом году мы готовим экскурсию для дошкольников на коми-языке, так как школа у нас национальная. Здесь, в музее, мы говорим о людях, которые боролись, трудились во имя победы. Ну и хочу совсем чуть-чуть остановиться на конкретном примере. Каждый год у здания школы проходит митинг, посвященный Дню Победы. Именно у школы собираются все наши односельчане, чтобы почтить память своих земляков, участников Великой Отечественной войны. В этом году события сложились таким образом, что 9 мая мы вспоминали не только то страшное время. Ко мне обратился родитель одного из участников, он является депутатом нашего сельского поселения, участником боевых действий, с просьбой выступить и рассказать о необходимости сплотиться в этот тяжелый для страны период. И предложил вместе с учителями и с детьми на этом митинге исполнить песню. Мы выбрали песню Олега Газманова «Россия». И детям даже не нужно было раздавать слова, они все знали ее наизусть. Когда мы пели ее, было непередаваемое ощущение, что мы вместе, что мы справимся со всеми трудностями. И именно вот в таком единстве наша сила. И в единстве духа, в единстве любви к родине, в единстве сопереживания. И в наших руках, в руках педагогов, воспитание этого единства. А сейчас я предлагаю посмотреть вам фильм, который создали наши старшеклассники о нашем герое Александре Ефимовиче Чупрове. Спасибо вам за внимание. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. Александр Ефимович Чупров родился 30 сентября 1925 года в селе Кипиево Ижемского района Коми АССР в семье потомственного крестьянина-оленевода. Мать Чупрова Ульяна Анатольевна была чумработницей, отец Чупром Ефим Петрович пастух-оленевод. При следующих родах в тундре мать умерла. Второй мамой ему стала старшая сестра Екатерина Ефимовна, которая была старше его на 15 лет. В 1933 году Александр не пошел в тундру и начал учиться в Кипиевской школе колхозной молодежи. По воспоминаниям Афанасии Егоровны Ануфриевой, в первые дни в школе он немного стеснялся, ведь жил до этого в тундре и не был знаком с одноклассниками.
Саша был спокойным, скромным, никому не грубил, никого не задирал, и дети старались его не обижать. Когда учитель вызывал отвечать к доске, он, чуть покраснев, рассказывал громко и ясно. Учеба давалась ему легко, никто не мог соперничать с ним в правописании. Учитель, Егор Иванович, Сашу всегда ставил пример классу. Но после 4 класса Александру пришлось не по возрасту рано сменить школьную сумку на нехитрый пастуший инвентарь, а детские игры на нелегкую кочевую жизнь в тундре со стадами оленей. К 14 годам Александр стал заправским пастухом, успел выучить ни одного оленя для своей упряжки. В 15 лет он самостоятельно стал выходить на ночные дежурства. На смену пастухи ходили с ружьями, и Александр никогда не расставался со своим ружьем. На лыжах, обтянутых камысом, Александр уходил караулить оленей. Его любили и уважали товарищи по работе, друзья. Вспоминал Федор Акимович Рочев, двоюродный брат. Случай, когда Александр с напарником, чтобы не потерять отбившихся от стада оленей, не моргнув глазом, перешагнул через речку во время ледохода по ненадежному снежному буруну. И только оленя упряжка оказалась на другом берегу, в ту же секунду с оглушительным грохотом переправа рухнула в черную холодную воду. Отличало Саню какое-то особенное, нераздельное единение с окружающей природой. Он отлично плавал и мог долго оставаться под водой. Александр Ефимович Чупров был призван в Красную армию Ижемским райвоенкоматом в марте 1943 года. 15 марта 1943 года кипиевцы всем селом провожали Александра на фронт. Стройный, крепко стройный, чернобровый, с лукавинкой в глазах, вышел юноша за порог родного дома. Он был одет в праздничную малицу. Рядом с ним стояла сестра Екатерина Ефимовна. В феврале 1944 года в Кипиево пришло письмо, написанное после первого боя. Бой был жарким, много фрицев поколотили, и еще сильнее будем бить, пока не уничтожим всех непрошенных гостей, писал солдат. Фронтовые будни Чупрова начались в конце января 1944 года в составе 15-й мотострелковой бригады, входившей в состав Первого Украинского фронта. На фронте он проявил себя как бесстрашный и решительный воин. 6 марта 15-я бригада подошла к речке Горный Текич, переполненной вешними водами. Надо было успеть захватить переправу. Александр Чупров, вырвавшись вперед, сходу меткой очередью сразил боевую охрану противника и открыл путь своему подразделению на другой берег реки. Этот налет был настолько смелым и дерзким, что немцы не успели прийти в себя, как были смяты и уничтожены. В боях за деревню Войтовка 11 марта 1944 года Чупров Александр Ефимович гранатой уничтожил ручной пулемет противника, при этом взял в плен унтер-офицера. Правый берег Южного Буга наши войска обрушились всей своей мощью на врага, нанося ему удар за ударом. 17 марта 1944 года они уже достигли Днестра. Поредевшая в боях, но еще боеспособная 15-я мотострелковая бригада первой подошла к реке. Вновь надо было форсировать водный рубеж, и вновь Александр вызвался добровольцем в штурмовую бригаду. Подполз к дзоту, уничтожил расчет противотанковой пушки и захватил в плен 7 солдат и 2 унтер-офицеров. Спустя неделю после этого боя, когда бригада стояла на кратковременном отдыхе, рядового Чупрова вызвали к комбату. Встреча была короткой, но памятной. Александр еще не успел о себе доложить, как комбат прервал его. «Говоришь, явился рядовой Чупров?» «Так точно, товарищ майор». Наступила небольшая пауза. «Так вот, Чупров решили представить тебя к награждению. Награду даем тебе большую, надеемся, краснеть за тебя не придется». Наградной лист с кратким изложением подвига Александра Ефимовича Чупрова подписал майор Островерхов 21 марта 1944 года. 13 сентября того же года, когда освобождение Румынии подходило к победоносному концу, вышел указ Президиума Верховного Совета Союза СССР о присвоении красноармейцу Чупрову Александру Ефимовичу звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» за образцовое выполнение им боевых заданий, командование на фронте, борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужестве и геройстве. Но награду герой получить не успел. 30 сентября 1944 года он был тяжело ранен в бою и скончался от ран в госпитале. Захоронен близ села Фуджирул-Иери, уезд Турда-Калупе, Румынии. Солдат держался и умер героем. Память о нем живет в делах наших дней.
Краеведами школы были составлены альбомы об Александре Ефимовиче Чупрове. В бытное существование Советского Союза велась переписка с красными следопытами села Хасауцы, города Сороки, Молдавии, с пионерами Воркуты, Ухты, Печоры, Нижнего Одессы. В школу приезжали учащиеся других школ республики. Очень много было послано в разные уголки республики фотографий о нашем замечательном земляке. В 1961 году пионерская дружина школы решила бороться за присвоение ее имени Александра Ефимовича Чупрова. День 40-летия пионерской организации 9 мая 1962 года вошел в историю школы. Дружина стала носить имя своего прославленного земляка. Был открыт памятник из дерева и установлена мемориальная доска. В далеком 1966 году учителя и учащиеся Кипиевской 8-летней школы впервые отметили праздник за честь родной школы. Пионерский горн возвещает о начале праздника. Празднично одетые ребята устраиваются на торжественную линейку. Носится дружинное знамя. Звучит песня о Александре Чупрове. Милиция Андреевна поздравляет учащихся с праздником. Ребята рапортуют родной школе о своих делах за весь учебный год. Лучшие из лучших получают подарки. Зачитывается приказ об учреждении книги почета школы. В нее заносятся первые имена. Самым первым в книгу почета занесено имя Героя Советского Союза Александра Ефимовича Чупрова, бывшего ученика Кипиевской школы. Традиция этого праздника сохранилась до настоящего времени. 30 сентября в школе традиционно отмечается День памяти Александра Ефимовича Чупрова. Сначала это был День памяти, а теперь это Неделя памяти, которую учащиеся школы отмечают добрыми делами. 2 ноября 1967 года его имя было присвоено и Кипиевской средней школе, как одной из лучших школ Ижемского района. Вновь официально стала носить имя Героя Советского Союза Александра Ефимовича Чупрова. 9 мая 1975 года в честь 30-летия победы в Великой Отечественной войне по инициативе выпускников и классного руководителя Братненкова Николая Терентьевича около школы воздвигнут новый памятник – обелиск Герою Советского Союза Александру Ефимовичу Чупрову. Обелиск был создан по эскизу Братненкова Николая Терентьевича. В 1977 году команда теплохода Александр Чупров Печорского речного пароходства привезла в подарок якорь к обелиску и мемориальную доску. 4 ноября 2005 года в честь 60-летия Победы был торжественно открыт барельеф Александра Ефимовича Чупрова, работа заслуженного художника Республики Коми Анатолия Неверова. 22 июня 2016 года состоялось торжественное открытие бюста, на котором присутствовали все жители села. 9 мая 1962 года впервые прозвучала песня о Чупрове, авторами которой были учитель русского языка и литературы Милиция Андреевна Хозяинова и учитель пения Нестерова Раиса Андреевна. Эта песня стала гимном нашей школы. На врага бесстрашно шел вперед молодой пастух оленевод. Он себя не щадил, гордо крылья сложил, память вечно о нем не умрет. Над Печорой песни звенят, встали в строй отряды ребят. Каждый школьник готов стать таким, как Чупров, наш герой, земляк, старший брат. Каждый школьник готов стать таким, как Чупров, наш герой, земляк, старший брат. Нашу работу, буквально несколько слов, потому что у меня тоже как бы было заявлено выступление, но тем не менее понимаю, что уже конец рабочего дня, буквально тезисно. Значит, первое, на педагогическом августовском совещании, значит, нам сегодня вместе с вами удалось
вот в общественном пространстве сформировать и привлечь внимание общества именно к категории школ, которые носят имена. И сегодня уже все, и политики, и государственные деятели как-то все время обращают на эту тему определенное внимание. Даже вот ко мне подходят и говорят: ой, ну такой ты хороший проект придумала. Но это не проект, это наша с вами системная работа. Но она выделяется, эта работа, с общего ряда 700 вот наших образовательных организаций. Какого ряда? Вот нам надо вот эту вот оселочек этот и найти. Поэтому, когда предложено было мне выступить на августовском совещании, я сформулировала 3 предложения, которые сейчас находятся на столе у министра. Его изучают специалисты Министерства образования. Я думаю, что оно будет принято, эти предложения будут приняты и будут реализованы. Первое. То, что вот 38 образовательных организаций, носящих имена. Мы предложили министерству, чтобы территорию этих именованных образовательных организаций сделать пилотным проектом. На сегодняшний день мы сталкиваемся с тем, что разработка программ воспитания в образовательных организациях все-таки вызывает определенные трудности. И если работать именно на 700 организаций, это сложно подвести итоги. А вот в 38 образовательных организациях откатать эти образовательные организации, то есть образовательные воспитательные программы, и потом распространить на все остальные образовательные организации. Второе предложение, к сожалению, вот и Лариса Константиновна сказала о том, что утеряны были документы. Имя есть, а документы утеряны. К сожалению, 8 таких образовательных организаций в Республике Коми мы обнаружили, где потеряны, вернее, из документов исчезло имя. Имя нигде не исчезло. Вот школа имени Шевелева Антона Антоновича, значит, я спрашиваю, у вас просто у жителей, да, наша школа носит имя. А в документах ничего нету. Школа носила имя Юрия Алексеевича Гагарина, в документах ничего нету. Даже сейчас, вот, буквально недавно читаю отзывы в бизнес-новостях. А кто такой Димитров? Да вообще надо выкинуть этого Димитрова. У нас и улица носит Димитрова. Они нас отовсюду выкидывают, а мы тут вот все называем. Но это же неправильно. Мы же понимаем, что мы должны учить детей, и дети наши должны знать все периоды истории нашей страны. Что касается Димитрова, мы же с вами знаем, что это единственный первый человек, который в Бундестаге дал определение, что такое фашизм. На сегодняшний день это актуальность выше, чем можно ее представить. То есть второе предложение министерству сделано в том плане, что надо разобраться с этой ситуацией и вернуть справедливость. И третье предложение. Значит, у нас на зданиях школ висит где-то около 100 барельефов погибших выпускников. В Афганистане, в Чечне, сейчас вот Украина. Это ваш результат вашей работы. Это вы научили вот этих детей быть честными, любить Родину, которые ценой своей жизни, в общем, защищали Отечество. Но эти барельефы, они не должны, вот знаете, пустыми глазницами смотреть на нас. Поэтому предложено директорам школ разработать свои нормативные акты, локальные акты внутри образовательной организации и внести имена этих выпускников навечно в список выпускников того или иного образовательного учреждения. И имена этих выпускников, они должны звучать в торжественные моменты образовательной организации. В начале учебного года, в конце учебного года. Это уже на ваше усмотрение, потому что инициатива наших учителей, она безразмерная. И она всегда направленная на дело. Вот 3 предложения, над которыми сейчас работает Министерство образования. Следующий момент, который вот хотелось бы мне сегодня в вашу аудиторию так вот вкинуть, что следующий год – это год учителя-наставника. И, уважаемые друзья, мы же видим, насколько сегодня государство повернулось лицом к системе образования, потому что все наконец-то поняли, что 30 лет прошло этой стагнации, сколько мы потеряли. И сегодня в школу пришли и учителя, и родители 90-го года рождения. И на сегодняшний день перед вами, учителями, которые уже как бы имеют большой опыт работы. Сегодня надо работать не только с учащимся, но и с родителями.
и с учителями молодыми. И то, что повернулось государство лицом к нам, нам надо сегодня всеми фибрами нашей с вами души, добросовестной, честной, учительской, хвататься за это дело и проявить себя на всю катушку. Есть планы, намерения по повышению статуса и вообще как бы авторитета учителя в Республике Коми. Пока я эту тему опущу, что-то сделаем, потом будем об этом говорить. И теперь буквально несколько слов об особенностях воспитательной деятельности в образовательных организациях, носящих имена. На подумать. Значит, смотрите, у нас на все нужны деньги. Вот проектная деятельность, она нам дает возможность разработать проект, получить какие-то деньги в грантовом конкурсе, в народном бюджете и так далее. Но есть уже зарекомендовавшие себя технологии в системе образования, которые не требуют больших затрат, но, как сказать, требуют большой организационной работы. Это наши библиотеки, это наши музеи, это наши сайты. К сожалению, я выскажу свое собственное мнение, но не хочу, и, пожалуйста, не обижайтесь на меня. Вот не умеем, вот учителя умеют работать, но не умеют показывать свою работу. И поэтому сайт – это полноценный информационный ресурс образовательной организации. Этому нужно уделить особое внимание. Не надо зацикливаться на всех вот этих требований Рособнадзора, там вот эта коррупция, там еще, безопасность, все это на первый план. На первый, это все должно быть на сайте, но на первый план должна выходить ваша вот эта вот учительская работа, и которая должна связывать вас вот с тем сообществом, где находится ваша образовательная организация. Второй момент, который я обращаю ваше внимание, мы не используем. Вот возьмем любой муниципалитет, ни один совет не рассмотрел состояние образования на своей территории. Вот только когда, знаете, вот возникает какая-то ситуация, вот, допустим, в Печоре, мы что, не видели десятилетиями, что там школа разваливается? Нет, надо сначала митинг устроить, надо устроить скандал какой-то, а потом только начинаем разбираться. Поэтому вот здесь инициатива, тем более, что год учителя, наставника, вот инициатива с вашей стороны, не стесняйтесь ее, используйте ее на всю катушку. Что касается вот музеев, они буквально есть в каждой образовательной организации, но нам надо расширять вот музейное пространство. Наша с вами задача, естественно, что хранить память о Великой Отечественной войне. И сегодня спасибо большое всем, кто так вот, ну, как сказать, содержательно представил изыскательскую деятельность наших учащихся и деятельность учителей именно по теме Великой Отечественной войны. Но у нас есть герои современные. Вот смотрите, у нас есть школа имени Алеши Ларионова, это подводная лодка «Курск». Значит, там есть тоже музейная комната, представлена вот биография, немножко там материалов непосредственно об Алёше. А ведь на подводной лодке «Курск» погибло из Республики Коми где-то, по-моему, 7 военнослужащих. Вот как нам кажется, вот в общественном совете мы обсуждали эту тему, что вот в этой именно школе, она у нас единственная, как раз информация об истории подводной лодки, о тех военнослужащих, которые, вот вся информация должна вот здесь быть сохранена. И тогда у вас получается, что и коммуникации между образовательными организациями, есть потребность посмотреть, съездить, не надо себе ничего делать, а надо съездить в Нежпогост, посмотреть, провести детей и рассказать о подводной лодке «Курск». Или вот сегодня 2 выступления было из школы имени Александра Ивановича Алексеева. Конечно, там огромная работа работает. Там в Ухте мне очень нравится, как работает управление образования, очень много инициатив таких современных. Но вот здесь вот Чечня, в Афганистане 15 тысяч погибло, в Чечне около 100 погибло, да? 6-я рота, история. Женя Родионов, подвиг, где был обезглавлен военнослужащий, который не снял крест. Откажись от православной веры, прими мусульманство. И мама только его нашла. Сначала нашла тело, потом нашла голову. В общем, там целая история, она в интернете все представлена. И вот как в общественном совете, опять же, повторяю, это не мое личное мнение, опять же, подумать, что именно в этой школе вот вся история, связанная с чеченскими событиями, она единственная, наша такая школа, должна сосредоточена быть информация здесь. Или же, допустим, по тому же Афганистану. Вот у нас есть день Героя Отечества, да, где мы 80 героев
прошли через Афганистан. Вот было присвоено звание Героя Советского Союза именно по итогам военных действий в Афганистане. Знают дети историю этих героев, а ведь за каждым человеком это вот большая как бы жизнь. Вот эти все фильмы, «Девятая рота», вот это все надо сегодня детям накапливать эту информацию и детям показывать, то есть расширять. И что касается библиотек, конечно, мы вот много здесь на территории института было проведено мероприятий, и мы видим какую особенность, что в библиотеку с книгой, в библиотеку идут в особенности в большей степени детки младших классов. Старшие классы уже туда не идут. Каким образом сейчас вот повернуть библиотеку и детей туда как бы затянуть? Но тоже здесь надо думать и как бы... И деньги нужны, и все это нужно, но я думаю, что все равно это вот под силам. Это что касается вот таких вот, ну, в телеграфном стиле особенностей. Не могу я вас больше держать здесь. Может, у вас есть какие-то вопросы, может, есть какие-то предложения по вот деятельности нашего вот этого сообщества школ, которые носят имя. Мы буквально вчера с Галиной Владимировной разговаривали и пришли к заключению, что уже вот много мы, как сказать, провели работы такой, что вот отсюда, с института, вот туда к вам рассказываем. И мы сейчас пришли к выводу о том, что надо немножко местами поменяться. И, может быть, больше идти туда непосредственно в образовательные организации, и там вместе с коллективом педагогическим помогать и директору, и заучу по воспитательной работе, и так далее. Пожалуйста. Да, здравствуйте. Во-первых, большое спасибо. Мы узнали очень много нового интересного. Ваше предложение, кстати, на память, все очень важно. Мы, в свою очередь, действительно хотим пригласить, планируем Союзом женщин провести форум с Великобританией онлайн. И я думаю, было бы значимо в рамках форума проговорить, да, школу героя, именно как Олег Живой дружен, да, преимущественный слух. И, соответственно, я думаю, это будет как раз значимо, и вот как раз выход в школу, нашей школы, да, не только на нас, но и мы вот себе хотим. Спасибо большое за предложение. Значит, я очень внимательно слушала выступление директора вашей школы, когда она рассказывала вот и о своем музее и так далее. И была непосредственно в вашем музее. Я знаю, что один из лучших. Но на сегодняшний день мы с вами должны расширять вот музейное пространство вашей школы. Все-таки вот действительно 30 лет вот нашей замкнутости какой-то, да, и экспонатами ваш музей по большому счету тоже как бы, ну, немножко, наверное, пополнялся, но не в той степени, в которой надо. И вот смотрите, школа имени Олега Кошевого, а в Печоре Андрея Стенина. Это все Украина. И здесь вот я согласна с вами, что если будем проводить такой форум, то мы пригласим всех, кто здесь поближе, именно для участия в этом форуме. И, наверное, вместе с вами будем думать, как нам, какие формы использовать с тем, чтобы свою работу совершенствовать. Воспитательной работы, вот пределов совершенствования этой работы, как и в образовании, ее как бы нету. И время же, оно, видите, как меняется быстро. Еще есть вопросы? Если нет вопросов, огромное всем спасибо, кто в зале и кто подключился, кто нас слушает. До новых встреч. Давайте. Так, надо сказать, что... Я бы, конечно, хотел, чтобы было видно ребят и то, что... Я